В эфире на телеканалах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета, ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Спирина. Добрый вечер. Хайрли Киш. И тема нашего сегодняшнего разговора – татары, единый народ или этнические группы. Очень интересная тема, отчасти, наверное, болезненная. И надеюсь, что сегодня мы сможем разобраться с ней, с экспертами в нашей студии, которых я с удовольствием представляю. Руслан Айсин, историк и политолог, руководитель площадки Татполит. Здравствуйте. Здравствуйте. Также сегодня с нами Айдар Нилович Юзеев, доктор философских наук, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Казанского филиала Российского государственного университета правосудия. Приветствуем Раиля Равиловича Фахрудинова, доктора исторических наук, заведующего кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета. Добрый вечер. Айрат Фазрахманов, кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи. Хайрли Кишляр. Ждем еще одного нашего гостя, он немножко задерживается, представим его позже. А по скайпу с нами гости из Тюмени. Это Данияр Тимирканович Ахметов, руководитель тюменского филиала Меджлиса татарских Мурс. Хайрли Киш. Да, в Тюмени на 2 часа, плюс 2 часа, несмотря на это, гости с нами. И Ринат Фенарисович Хамидуллин, поэт, администратор группы «Тюркские руны». Здравствуйте. Добрый вечер. Хорошо вас слышно и видно. Включайтесь и общайтесь с нами. Можете перебивать даже экспертов, если у вас есть что сказать. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прошу всех участников, дозвонившихся телезрителей, соблюдать вежливость. Соблюдать общепринятые нормы и законы, иначе на правах ведущей могу либо отключить микрофон, либо попросить покинуть ток-шоу. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Зрители могут дозвониться и задать свои вопросы нашим экспертам. Также у нас идет прямая трансляция в группе ВКонтакте и в YouTube. Смотрите и там. Эксперты могут пока подружиться со своим пультом. У вас 3 кнопки. Красная категорически не согласен с высказываниями сегодняшних экспертов. Зеленый согласен. Белый отношусь нейтрально. Ну а для начала хочу начать с обсуждения результатов соцопроса, который прошел в соцсетях телеканала ТНВ. Мы задали аудитории вопрос. Деление татар на этнические группы – это игры политологов. Так ответили 42% проголосовавших. 33% респондентов сказали, что это отзвуки исторических и этнических процессов в прошлом. И 25% считают, что никакого деления нет. В нашей группе ВКонтакте 30% это представители регионов России, Башкортостан, Тюменская, Ульяновская области, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Крым. Зрители также могут ответить на этот вопрос. Варианты ответа вы видите на экране. Итоги подведем в конце программы. Сейчас же я хотела попросить экспертов прокомментировать результаты соцопроса. Вполне ожидаемо, что-то смутило, что-то тревожит? Ну, если позволите, я начну. Ну, опросы, они, в общем-то, ожидаемые. Проблема ведь не в этих опросах, а проблема в том, о сохранении единства татарской нации. У нас так получилось, что в конце 19-го, начале 20 века и частично в последующие периоды татарскую нацию, в общем-то, разделили на этнографические группы, этнотерриториальные группы. Хотя при этом я должен подчеркнуть, что разница между, скажем, окующими жителями Вологды и акующими, скажем, жителями Центральной России не больше, чем цекающими и чекающими, скажем, татарами казанскими и мишарами. Конечно, в конце 19 века там были свои особенности, скажем, языковые какие-то и в культуре, например, да, но в качестве примера я могу привести, что не все мишары праздновали тогда Сабантуй, допустим, но уже в последующий период, в период становления уже татарской политической нации, в период, когда уже был разработан единый литературный язык, в последующем эти особенности, они нивелировались, и сегодня они уже остались в прошлом. И поэтому, с моей точки зрения, ни в коей мере нельзя говорить о том, что татарская нация состоит из отдельных этнических групп. Татарская нация единая, о чем мы можем говорить только о территориальных группах или географических группах татарской нации, татарского народа. Но и в целом вот ответы как раз и показывают, что голосовали-то в основном татары же, да, я так полагаю, что татары в целом поддерживают и считают татарскую нацию единой. Руслан, не обидело, что игры политологов Нет, впереди? я согласен, это на самом деле хорошие формулировки у людей были, и ответы. Но я немножко не согласен с тем, что нет разделения, оно есть по факту. Да, мы можем строить теоретические разработки, они могут быть, могут не быть, это действительно вопрос для интеллектуального обсуждения, но есть самосознание людей. Вот есть там Сыберле говорит, вот мы сибирские татары, но они причисляют себя к единой
татарской нации. Это нормально на самом деле. У каждой большой группы этнической нации есть свои деления. Там, уникальность там, определенная, например, которую они у подчеркивают. китайцев там мандарины. Да, действительно, общий язык их, так сказать, стягивает государство, самосознание. И у нас то же самое. Этого не стоит стесняться. Нельзя, чтобы вот это вот деление выходило на первый план. Сначала татары, а потом эти подгруппы, ну пусть они будут, что, так сказать, кому Что они в этом причиняют плохого? вред. А игры политологов? Тут этот вопрос политический. Действительно, на протяжении всей истории, ну, по крайней мере, современной, татар пытались делить на всякие группы. Ну, там было до 44 доходило, да? До 44? Да, до 44. Даже заболотные татары появились. Заболотные — это то, что вот в Сибири, там так называемый сас-татарлар. Вот. Это уже сознательно искусственная вещь. Это действительно политический проект. Но есть татары, у которых самосознание определенное. Вот Мишара — это тоже была сословно-воинская группа. Почему они не отмечали Сабантуй? Потому что они определяли себя прежде всего как мусульмане, например. Поэтому не отмечали Сабантуй, считали, что это языческий праздник. Да, но сейчас это нивелируется, я согласен. Сейчас мы политическая нация, куда ты не поедь. А татары, так сказать, единое информационное пространство, самосознание, историческое восприятие создают целостность. Но надо было этот этап пройти, мы его, как говорят у нас, Аллах шкир, проходим достаточно успешно. Здесь скорее не игры политологов, а игры этнологов середины 20 века, да, когда формировалась вот такая некая иерархичность, этническая иерархичность. Обязательно надо было поделить нацию на группы, да, какие-то. Действительно, эти какие-то разнообразие, оно существовало. Это даже не деление, это разнообразие. Но это разнообразие, это общее наследие, да. Например, ханша Сузге, да, это тоже наше сибирское, да, это тоже наше общее наследие. Для нас, казанских татар, Сузге тоже должна быть героиней нашей национальной истории. Также и для татар, живущих в Сибири, Симбике или же, я не знаю, город Укек, это тоже их общий символ должен быть. То есть это наше общее пространство и это наше общее наследие. И мы можем говорить сейчас лишь о разнообразии. Куда больше, наверное, все-таки у нас можно говорить сейчас в нынешнее время о разделении, о том, что татары все-таки как-то себя делят на знающих татарских и не знающих. Вот этот Оно более остро стоит, да? Проблема стоит, наверное, все-таки более острее, нежели то, что было сделали этнологи в 40-е, 50-е годы 20 века. Ну, это сталинский проект, понятно, да. Сталин Он был оправдан в этой ситуации, да. Да. Ну, Конструировал вот эти вот кокошники, обязательно у каждого народа должны были свои танцы, это все понятно. Но мы этот этап прошли, в этом смысле татары более зрелые политической нации, чем остальные. Я не в укор и в обиду другим нациям, но просто на долю татар выпала такая огромная доля проблем и сложностей, что не испытав их, мы вряд ли бы вышли столь закаленными, как говорил единым. советский классик, так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Но не только татары, да, все практически нации прошли через эти этапы, да. Возьмите итальянцев, возьмите французов, возьмите немцев, да. Как нации они складывались на протяжении конца 18 века и всего 19 века. И к концу даже 19 века итальянцев, разговаривающих на неаполитанском, да, у них диалект. Да. У них их было меньшинство даже к концу 19 века. И самосознание еще не было общее. Да? То есть большинство европейских наций прошли те же этапы, что и татары. И поэтому мы идем по общему цивилизационному пути. И западные, так скажем, европейские нации, и мы, евразийские нации, и восточные нации идут по тому же пути. Айдар Нилович, есть что добавить? Пока нету. Но если, Пока нет, хорошо. если просто обратиться к истории, я бы хотел заметить, что самый первый историк, которого мы уже сейчас считаем таковым, и произведения которого дошли до нашего времени, это Шихаб-ад-Дин Марджани, он и его ученик Хусаин Файзхан. Вот, к сожалению, от Хусаина Файзхана почти ничего не дошло. Известно его такое рукописное сочинение, но он их использовал Марджани. И уже Хусаин Файзхан и Марджани, они понимали, что так случилось в истории татарского народа, что татары оказались территориально разбросанными.
Были татары, уже Хусаин Файзхан писал о касимовских татарах, были уже мишары в то время, в XIX веке, то есть уже наши историки писали, но они никогда не говорили о разделении татар. Они имели в виду, что так случилось в истории, что они оказались не в Поволжье, допустим, не в Казанской губернии, а в Самарской, Нижегородской, Саратовской. И почти вся правая часть Волги, вплоть до Астрахани, она была населена астраханскими, саратовскими и так далее татарами. Но он считал их единой нацией. Он не призывал отказываться, в частности Марджани, от термина татары, хотя был не согласен, естественно, если мы сейчас, он просто считал, что предками татар были булгары, но так случилось в истории, и это надо принять, что нас называли татарами, и поэтому он и говорил, татары должны быть татарами. Кто же, если ты не татарин, не француз, не прусак и так далее, известная его фраза. Ну, с чего начинается стратегия развития татарского? Да, и поэтому он, конечно, не делил. Он говорил, что есть астраханские татары, но мы, я согласен, единая нация. И надо помнить, и мишары тоже. Но это же понятно, все деление зависело от того, в какой географической, в какой общественно-политической ты находишься. Понятно, что татары находились среди русских, но там были и финно-угры, которые больше влияли. И таким образом, конечно, одна нация не может быть генетически одинаковой. Казанские татары могут отличаться даже чисто внешне, допустим, от мишар, да? Но это ни в коем случае не означает... Это только обогащает разнообразие, естественно. Да? Извините, перебью. Здесь важно отметить, почему мы оказались территориально разбросаны, дисперсны. Потому что когда-то мы жили в одном государстве, Золотая Орда. Когда Золотая Орда развалилась на разные ханства, люди, которые проживают, условно говоря, в Астрахани, это люди Астраханского ханства. Потом, когда и они были завоеваны, они остались локально. То есть это на самом деле было общее поле. Да? И не надо говорить о том, что мы разделились сознательно, они там живут. Это разделено исторической судьбой. Так же, как евреи, например, вынуждены были после разгрома римлянами уйти в Вавилонянию и так далее. Тоже дисперсный народ, но потом они собрались. И сейчас никто не говорит, я ашкеназ и так далее. Да, это уже нет у них тоже. Да. Но они это прошли. Согласен. Хорошо, спасибо. Все-таки я сейчас прервусь ненадолго на рекламу. После нее мы продолжим. И у нас подоспел как раз в гости 5-й замечательный эксперт. Не переключайтесь. Татары – великая нация. Люблю Татарстан как место, где родился мой отец. Это место поистине сказочное. Лучшего на Волге не знаю. Пока течет Волга, а я абсолютно убежден, что она никогда не высохнет, не пропадет и нация. Сергей Шакуров. Успейте купить «Лада» по цене 2020 года. 15 марта будет дороже. Только в марте в «Лада Канавто» на Минской 1 дополнительная выгода до 40 тысяч рублей. Подробности 512 12 12. Не ждите счастья, оно в каждой секунде. Не ждите солнца, оно всегда с нами. Не ждите успеха, он в ваших руках. Если ждете знака свыше, то это он. Не ждите, купите. Квартиру от Акбарс Дом. Открываем гриль-сезон. В находке для корпоративов, вечеринок, пикников и рыбалок. Уголь 99 рублей. Колбаски-барбекюшка для гриля чикен 199. Шашлык-барбекюшка из свинины 219 рублей за килограмм. Цены действительны по 31 марта 2021 года. Подробности у продавцов. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан с гастролями в Татарстане. 18 марта набережные Челны ДК КамАЗ. 19 марта Казань. Культурный центр Сайдан. Билеты в кассах города. Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце, и разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис.
Итак, это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан и ТНВ «Планета». Мы в прямом эфире. И сегодня тема нашего разговора — татары, единый народ или этнические группы. К нам присоединился, как сейчас пошутили наши эксперты, пятый элемент. И я с удовольствием представляю этот пятый элемент гостя нашей студии. Фирдус Тимаев, автор, исполнитель, заслуженный артист Республики Татарстан. Хайрлы Кеш, рады вас видеть. Здравствуйте, Хайрлы Кеш. Ну а мы продолжаем тему обсуждения. Я предлагаю сейчас вывести на экран замечательную графику. Мне кажется, она вызовет определенные споры. Это татарская энциклопедия Татарика. Сейчас нам покажут. Здесь выделены этнические группы. Здесь есть казанские, сибирские, костромские, пермские, польско-литовские, касимовские, астраханские, нукратские татары, тептяри, мишари, нагайбаки, кряшины. Разная численность. Казанских татар миллионы. У костромских, по данным на 2002 год, было их 200 человек. Что-то можно сказать по этому? То есть все правильно? Такое многообразие у нас сегодня присутствует, если было 44, это да, мы вчерашний говорили день. Вы знаете, вот особняком может стоять польско-литовские татары. Это все-таки экстерриториальная группа татар, которая сформировалась вне своей исторической родины. Ну, а, например, вот костромские татары, это уже какой-то анахронизм. Например, мы же не говорим костромские русские. Да, мы говорим жители Костромы, например. Да? То есть тептяри сейчас уже этим термином тоже не пользуются. Это все татары уже, они себя считают. Вообще, говоря о вот этих так называемых этнических группах, еще раз повторюсь, я все-таки сторонник называть их территориальной групп татарского народа. То есть не этнические группы? Не этнические, ни в коем случае. Вот даже, допустим, вот мишары. Да? Мишары, например, у меня есть много знакомых, которые приезжают из Перми. Они говорят, мы себя всегда считали татарами, и с удивлением узнали, оказывается, мы не татары, мы мишары. То есть даже вот термин мишары — это этноним второго-третьего уровня. Мишары всегда, как правило, себя называют татарами. Это просто уже в последующее время, вот этот термин постепенно, он стал как-то более-менее распространяться. Вот сейчас нам еще дадут одну графику, да, еще мне здесь, и потом кто-то скажет, кто из вас кто. Кто из вас кто выбирает? Например, я мишарин. Так, Руслан. Мишара — это вообще сословие было, понимаете? Есть вот, например, в Индии были сипаи, солдаты, ну, известное сипайское восстание, но они не называют себя сипаями, да, то же самое воинское сословие, но они жили на периферии как бы татарского ядра, они были служивым сословием, вот, и действительно, я вот согласен, многие, например, мои знакомые приезжают там из Чувашии, говорят, я только в Казани узнал, что я мишарин на самом деле. То есть по определенному произношению, это уже наш казанский интеллектуальный снобизм. Знаете, как понаехали там и начинаем говорить. Ну, некоторые доли юмора это говорится. Да. Да. Поэтому ну, с доброго юмора. Сейчас уже можно сказать, что нету этих делений. Касимовские татары, ну там практически нет. Они все разъехались в Москву. Астраханские есть? Крещеные, ну, опять-таки, вот не выделяют же среди русского народа, русской нации, там, мусульман, да, новообращенных, или буддистов, таковых очень много, там, и так далее. А у нас сознательно почему-то это по религиозному признаку нет деления, да? Да, почему? Потому что может возникнуть так, что в русском народе, оказывается, не только есть православные, а есть там серьезные компоненты и мусульманские, да. И мусульманские, а просто буддисты. надо отметить, сколько атеистов? Да, и атеистов. Так вообще там будет здоров. Кем их считать, да? Да, коммунистам, например. А вот деление татар — это на самом деле серьезная политика. И мы вот боремся, и есть вот люди, тот же, например, Тишков, который возглавлял до недавнего времени Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, вот он считает, что татар надо делить, а попытка татар объединиться — это этническая мобилизация. То есть вот и мы боремся с тем, что нас кто-то рубит на кусочки, а мы, как, знаете, были такие как раз-таки у неаполитанских бандитов, была такая забава, сейчас не помню, как звучит на неаполитанском, значит, они захватывали своих врагов, рубили их на кусочки, а потом собирали. Это игра такая была. Вот мне это напоминает то же самое. Ну и вот смотрите, астраханские татары или сибирские татары, да, возьмем, там ведь много в советское время переехало татар из Татарстана, из Башкортостана, да, в эти края. И там такое идет смешение. Тоже микс, да? Абсолютный, да? И те, так скажем, коренные, да, татары, которые там жили, смешавшись с татарами, приехавших из других регионов, они уже создали, вот давным-давно уже создаются семьи, я не знаю, как правильно это сказать, это межсубэтнические, да, если идти по иерархии, которая там в середине 20 века установилась. Ну, уже настолько все намешалось, и вот про польско-литовских татар, да, говорилось, да, они, многие потеряли язык, да, потеряли они язык, да, но сейчас они хотят учить татарский язык,
И здесь стоит вопрос, какой язык учить. Они, естественно, учат... А почему они хотят вдруг учить татарский язык? Что за чудо татарский произошло? литературный Здесь язык, играть да? самосознание. У них самосознание. Мусульманское. Да. И то же Татарское, самое вот да. сейчас возникл вопрос с татарами, которые живут в Афганистане. Да? Они тоже хотят, они уже давно все потеряли. Да? То, что их отличает, то, что их позиционируют как татар. Да? Но они хотят изучать литературный татарский язык, который основан на казанском диалекте. Фирдусу хочу слово дать. Вы бы себя вот... Там есть где выбрать? Есть, да. Кто вы? Я Мишарин. Так. Сколько? Двое. Двое уже. Но это многообразие. Это многообразие Здесь, гостей. на самом деле, вот я по себе сужу, я учился в Леногорском музыкальном училище, потом переехал Азнакаево. Это Мы с вами чисто почти татарский город. земляки. Да? Почти Я не земляки. знал, да, 19 лет, Может быть. Проверяла. что я Мишарин. Не знали? Не знал. Когда узнали? Слово знал, Мишарин там, ну вот. А то, что вы Мишарин, то, не что знали? мы Мишарин там, на самом деле не знали. Когда узнали? Когда мне сказали, кирки балык түгел, Мишар киши түгел, начали оскорблять. Сами же татары оскорбляют, Ага. сами же Всё-таки разделяют. это было, да? Нет, это на самом деле так. Все так было. И когда я уже начал петь, у нас же есть акцент. У нас вот Аксубайский район, да, вот у нас, допустим, деревня Ибрайкина, где мои родные живут, там ацкац тилек, буква Ц. Соседние деревни там ачкач тилек, вот, а у нас же желан, жук, ну вот. И один раз меня хотели не пустить радио, что давать типа мишарский акцент, и нельзя. Ну, мне кажется, это глупость. Допустим, сергашские мишари, да, они же вообще, их, в принципе, невозможно понять, они совсем другим акцентом разговаривают. Поэтому разделяют татары на мишаров, на типтаров, и здесь очень глупо, конечно, этот, чтобы вот, и начали сейчас, недавно меня обвинили, то, что я говорю мишар вперед, что я, оказывается, я разделяю нации. То, что я говорю мишар вперед, вот, в 19 веке, на самом деле, вот это преобразовался, мы же свои истории знаем. То, что я говорю, Мишари вперед, это тоже самое слово «татари вперед». Отлично. Про татар как раз мы еще тоже услышим. Сибирские татары, вы на связи? Ну, мы татары, проживающие в Сибири. Так, отлично. Мы сторонники того, чтобы было отойти от вообще географического деления. Там сибирские, астраханские, казанские, да, вы все правильно подметили здесь у нас люди, что это было разделение после падения Золотой Орды, которая осталась в Сибирском ханстве, в Казанском, Астраханском ханстве, да, но народ фактически тот же самый один. Вот. Перемещения происходили и в период Золотой Орды из Казани в Сибирь, в Казани, соответствующим образом, да, у нас происходило. Здесь на самом деле есть большая определенная проблема в некоторых местах, допустим, деления, если так мы говорим. Вот, если в Сибири, допустим, да, то часто выделяют, у нас сейчас появилось движение Сибиры, там, они пытаются отделиться, там, говорят, что мы там не татары, там, все остальное они разработали. А почему это они это сделали на самом деле? Потому что вот это вот именно приставка географическая сибирские татары начала влиять на компонент на самосознание на самом деле. Вот они выпустили, там, допустим, тот же самый свой литературный отдельный язык. Тоже говорят, вот, ребята, мы там хотим быть отдельно учиться, отдельно все, мы не являемся татарами. Вот у нас есть отдельный язык, потому что мы там вместо джеде говорим ете, допустим, да, все вместо. Вот, все, у них там тоже. Но проблема заключается в том, что у них язык тоже в Сибири, здесь очень большая языковая проблема в том, что есть подгруппы, их большие, как правильно отметили, заболотские. И эта вся политика, вот на самом деле, и как бы, можно сказать, более правильно политические игры, разделение татар, чтобы это не соединился в единый этнос на самом деле. Вот. И продолжается некоторыми группами лиц проводить, что, допустим, здесь сибирские проживают, вы являетесь отдельным народом, и это как бутируется тема в средствах массовой информации. Стараются как бы проводить свои мероприятия, они там создают отдельный сибирский татарский язык, который тоже там, если можно разделить, там, новосибирских, там, барабинских, там, томских, там, чаты, там, то была иртышская группа, там, допустим, да, различаются. Если мы идем к такому вопросу, тогда у нас получается разделение вообще всех этнических групп внутри татарского народа. Вот. Люди не понимают, не знают истории на самом деле. Вот. Они не знают истории, что это была когда-то, правильно сказать, Золотая Единая Орда. Вот. Просто оказались географически разделены.
между, допустим, кто-то остался в Крыму, как с герами осталось влияние агузской группы, стало влиять очень большое здесь, там, в Поволжской, финно-угорской, и там в Сибири там среднеазиатская группа, там стал как бы там узбеки, все остальные там наши братские тюркские народы, которые влияли на уже этногес определенный. Вот. А так мы всегда являемся, и здесь всегда считали себя едиными татарами. Это вот, наверное, полемика пошла последние лет 30, на самом деле. Вот когда движение там появилось, что давайте отделяться, ну и там, что получим такие же там льготы, как ханты, немцы, манси, соответствующим образом нас будет мало, там будет у нас 5-6 тысяч человек, и мы получим какую-то автономию. И этот вопрос начал мутироваться в населении, говорит, что мы, ребята, отдельные, вот давайте отделяться от всех остальных. Но сама большая часть населения здесь, 99,9%, считает всегда татарами, считала и будет считать себя татарами. Хорошо. Да. И в Сибири, и в Астрахани, да, и в Астрахани есть такая проблема, но откуда она произрастает? Причина еще и в том, что есть некоторая обида, что Казань забыла о нас, да. Нет, там не приезжают учителя, которые татарский язык, да, татарскому языку обучают. Нет учебников, нет внимания Татарстана, хотя у нас в Конституции это записано. И вот эта некоторая обида накапливалась, иногда вот выливается, я лучше себя объявлю там отдельно. То есть вот когда общаешься с теми, которые хотят объявить себя отдельной там нацией там сибирских татар или отдельной астраханскими татарами, или уйти там к нугаям, или уйти к башкирам, да, вот именно играет обида, что когда-то о нас забыли. И здесь важно все-таки именно проведение грамотной культурной политики и умение Татарстана дойти до самых далеких сел в Сибири, где живут татары, до самых далеких сел в Астраханской области, где живут татары. И тогда действительно будет единая нация, не будет обид, и людей, которые бы захотели себя объявить отдельным народом, их будет намного меньше. Об этом как раз мы поговорим во второй части нашей программы. Не переключайся, сейчас новости Татарстана на русском языке. Далее мы продолжим. Не переключайся, оставайтесь. Это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ «Планета». Тема сегодняшнего разговора – татары, единый народ или этнические группы. Очень бурная дискуссия была у нас в перерыве. И мы продолжаем разговаривать на сегодняшнюю тему. Споров очень много. Мне сейчас подсказывают, что у нас есть звонок режиссера от молодого человека, да, насколько я понимаю. Добрый вечер. Слушаем вас. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Хакимов Марат. Хакимов Марат. Здравствуйте, Марат. Какой вопрос? Добрый вечер. Нас где-то очень приятно. На севере Удмуртии нукратские татары живут. Очень много нас разделили и в той переписи. Болезинские татары, глазовские татары, юкаменские татары, полагаевские татары, кистымские татары, каринские татары, коринские татары, хотя это одно и то же, гординские татары, урьякалинские татары, хотя это одно и то же, падиринские татары, паюринские татары, но глазовские татары, чепецкие татары. А как и так далее и тому подобное. Парзинские татары, паржде татарлар. Как вы записались, Марат? Если не секрет. Марат. Я, как и все наши кистымские татары, записались татар. Все. Спасибо, Марат, за звонок. Вот эксперты, как вот прокомментируете? Здесь Нукратские татары, да, плохо было слышно? Все верно? Нукратские татары? Вот нам в этом отношении, наверное, надо брать все-таки пример с русского общества. Да? Вот русские никогда не говорят вологодские русские, архангельские русские, московские русские, и никогда не говорят о существовании каких-то диалектов. По городам разделили, да? Конечно. Глазовские татары. Ведь на самом деле, скажем, помор, который проживает в Архангельской области, он с трудом будет понимать южнорусское казачество, хотя деления никакого, естественно, нет. Поэтому вот это все это от лукавого.
Естественно, когда-то в прошлом, может быть, были какие-то особенности, но не настолько, чтобы делить единую нацию. Поэтому татары – это и есть единая нация, и речь может идти только о территориальной какой-то отдельной территории. Татары Сибири, например, татары, там, допустим, Астрахани, ну и так далее. Но ведь, как мы понимаем, главное слово там было, что в прошлой переписи нас, прошлую перепись у нас переписали. Да? Что и здесь может то же самое произойти, да, конечно. Перепись в этом году, да. В сентябре она ожидается. Почему именно перед переписью возникают такие проблемы и вот какие-то такие, я не сказала бы тревожные точки, но где бы вы сказали, что существует такая определенная тревожность за ее проведение? Вот, в качестве... Ну, это, собственно говоря, потому что политический момент, тут вот Ментимир Шарипович в недавнем интервью сказал достаточно мудрую мысль, что не надо политизировать, значит, перепись. Это действительно, это простая такая процедура, достаточно статистическая, но в Российской Федерации определенные силы хотят ее политизировать. Большая часть это относится к татарам не потому, что мы мнительные, а потому что действительно каждый раз вот человек говорит, ну, кратский татарин. Их там просто да, по дворам буквально, значит, поделили. Для чего это делается? Значит, известный принцип римский, divide et impero, разделяй властвуй, поделили, сказали так, численность татар уменьшилась. Дальше говорят, численность уменьшилась, вы хотите там, значит, татарские школы открыть или учебники. Так у вас народу-то меньше, куда вам больше строить? И все остальное. Или, например, татары там с Астрахани говорят, нам нужны средства для, значит, воспроизводства собственной культуры, да? И говорят, ребят, ну у вас ассимиляция, какие деньги, если вы, так сказать, теряете свою национальную идентичность? Ну, это очень связанные вещи с деньгами, с бюрократической процедурой и так далее. И поэтому, когда многие наши соплеменники говорят, ну, какая разница, с кем записаться? А когда ты пойдешь и будешь спрашивать открытие детских садов, чтобы там преподавали татарский язык, тебе вот эту вот бумажку, статистику дадут и скажут, ребят, ну... Сколько вас, да, соответственно, столько мы и даем денег. Поэтому это очень важная вещь, и к ней надо относиться очень серьезно и не делиться. Вот, и не делиться, вот, примеру... Шарипович изучал испытание, да, для каждого из нас. В общем-то, сейчас определиться и просто сказать, что ты татарин. К примеру, на Гайбаке, которых сделали коренным малочисленным народом, куда они сейчас должны обратиться, чтобы у них на гайбакском, да, языке преподавал, ну, было преподавание. В целом, если да, когда был адресат Казань, могли бы отправить и учебники, могли отправить и учителей, могли отправить на фестивале артистов, а сейчас они маленькие, у них ресурсов мало, и, смотрите, соответственно, а вот когда они заботятся стали отдельным народом, когда примерно, и насколько изменился вот, ну, уровень жизни, уровень культуры, традиций, как им удалось по переписи 1989 года, тогда они уже позиционировались как отдельные субэтнос. Сейчас да? Что у них да. есть? Сейчас, ну, на самом деле, я вот с Айратом согласен, то есть вопросы культуры, вопросы развития языка, культуры, истории. Сейчас этот вопрос стоит у них очень остро, насколько я знаю, потому что раньше было проще, да, то есть они приезжали в Казань, нам нужны учебники, как я сказал, нам нужны артисты ваши, а сейчас такого нет. И, естественно, я вот просто был свидетелем разговора в Всемирном конгрессе татар где-то еще в прошлом году, когда представители Гайбаков приезжали и прямо говорили, возьмите, пожалуйста, нас обратно. Да. То есть какая-то вот такая тенденция, она в последнее время наметилась. Хотя при этом подчеркну, что, конечно, они должны сами определяться. Но и, ну, моя точка зрения, основным показателем все-таки идентичности является язык, вот, и самосознание. Подсказывается, что еще один есть звонок. Добрый вечер, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Да, добрый вечер. Меня зовут Лариса Гусинская. Я хочу сказать, и как человек, и как вот общественник, да, что в целом любая нация должна возвращаться к своим корням, воссоединяться со своими этнос-видами, да, может быть, где-то забытыми, потому что, допустим, и евреи должны воссоединяться со своими корнями, и где-то, может быть, и русские там, как ни странно, со славянами, допустим, та же Украина, да, Грузия, Белоруссия, то есть, в общем, славяне должны воссоединяться, потому что нет понятия русские, все-таки есть понятие славяне, славянская раса, славянская нация. Поэтому, как и там армяне должны, да, то есть воссоединяться со своими потерянными этнос-видами, своими братьями, сестрами. То есть в целом я вас поддерживаю. И славяне и другие нации, воссоединяйтесь. Спасибо.
Ну, в общем-то, это Ну, было здесь, мнение, да? Да, Вы да, тоже мнение слышали? такое, но тут немножко путают. Дело в том, что есть языковые супергруппы, вот, например, славянский, тюркский, да, а внутри есть татары, внутри есть казахи, внутри есть уйгуры, в конце концов. Мы, в принципе, у нас много общего, но и много разного. И когда говорят, давайте мы объединимся, это вопрос уже геополитический, это не так просто. Мы видели, что происходит там на примере России. Да и надо ли это? Да, ну, нам Здесь самим бы сохранить внутри себя. Не совсем об этом, да, сейчас? Да, объединяться надо. Правда, правильно. да? Звонок из Казахстана. Руслан, добрый вечер, слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас я выключу пока передачу. Да, хорошо. У меня такой вопрос. Мы уже дети войны, у нас отцы, мне 82 года. Такой вопрос. Я постоянно люблю эти передачи из Казани. А меня зовут Марс Назипович, я из города Ижевска. Я люблю как я татарин, люблю казанские передачи, татарскую. Ну, иногда такая передача бывает, вот это вот, с переводом театра, как это этих бородатых шуров показывают. Так, что-то... Да. Вы, наверное, немножко не в ту передачу позвонили, я думаю, так. Мы тогда продолжим, потому что... Фирдус, что-то смутило, да? Сейчас все-таки проговорим, в каких группах еще напряженность существует, как нам кажется. Но не в группах, скажем так. Какие есть островки тревожности? Где еще есть? Вот мы сейчас обсудили... Астрахань, есть да? разделение по конфессиональному принципу. Ну, вот острая тема была в свое время, ну, так сказать, кряшинская, сейчас ее уже нет. Но есть люди, которые считают, что национальная принадлежность и конфессиональная, они определяют идентичность. На самом деле ты можешь быть, например, русским мусульманином, ты можешь быть, вот как Кряшин, татарином, быть православным, да? А тут есть сознательная как бы поляризация этих моментов в России. И поэтому, кстати говоря, в переписи у нас нету графы вероисповедания. В мире есть, а у нас нет. Потом внутри как бы есть в этой значит, списке такая вещь, как родной язык, язык общения и там еще чего-то, да? Три понятия по языковому принципу. Человек тоже может запутаться, он может не знать татарский язык, сказать, что мой родной русский, раз я на нем говорю, ну и так далее. То есть создает вот такую вот путаницу, к сожалению, перепись вот эта вот опасность. По другим группам, на самом деле, таких видимых нету. Хорошо, мы прервемся ненадолго на рекламу, не переключайтесь, дальше продолжим. Татары – великая нация. Люблю Татарстан как место, где родился мой отец. Это место поистине сказочное. Лучшего на Волге не знаю. Пока течет Волга, а я абсолютно убежден, что она никогда не высохнет, не пропадет и нация. Сергей Шакуров. В Казанском цирке с 13 марта продолжение программы «Шоу слонов и магия цирка». Клиника варикоза «Нет» на Достоевского поздравляет с праздником весны и весь март дарит прекрасным дамам красоту и здоровье. Прием флеболога Сузи Вен всего 800 рублей и год наблюдения бесплатно. 212 20 40. Конфетный, просто шоколадный. Станет жизнь пусть очень сладкой. Находка поздравляет с весной. Мармелад динозаврики 15 рублей. Конфеты даешь 209 за килограмм. Чай Ахмат 200 грамм 139. Цены действительны по 14 марта 2021 года. Подробности у продавцов. Закажи рекламу на Булгар Радио. Телефон в Казани 5 705 095. Казанский федеральный университет совместно с комиссией при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка проводит бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Курсы будут проходить в Казани, Елабуге и Набережных Челнах с февраля по май 2021 года. Более подробную информацию можно получить на сайте Казанского федерального университета. 0+. Граждане, получившие доходы от продажи или получения в дар имущества, а также сдачи имущества в аренду, обязаны задекларировать полученные за предыдущий год доходы в срок не позднее 30 апреля. Представить декларацию по форме 3 НДФЛ удобнее через личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.gov.ru. Язык мой русский снежно-хрусткий. В тебе колокола, сверчки.
и поскреб квашеной капустки, где алых клюковок зрачки. Евгений Евтушенко. Итак, это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Мы продолжаем. Айдар Нилович, ваше мнение по островки, напряжение, тревожности, переживаний? Я вот как раз хотел согласиться по поводу характеристики нации, то, что сказал Раиль Равилович. Он сказал, что самый главный компонент нации – это язык и самосознание. Вот если мы обратимся к этому, то тогда проблема уйдет, потому что, вот, допустим, вы как раз говорили, ваши предки откуда. У меня тоже отец из Янаульского района. Я вот года 2 назад побывал там, и я очень удивился. Я хотел увидеть, услышать там башкирский язык, но как будто я из Казани не уезжал и никак не мог понять. Там это сплошь татарское общество, и они себя ощущают татарами, но попали в такую ситуацию, что там возникают проблемы в связи с этим. Но до сих пор, то есть несмотря на время, они сохранили этот язык. Поэтому язык – это главное, и об этом еще до революции писали наши великие, известные татарские мыслители, да, вот Садри Максуди, то есть он тоже говорил, что язык главный, несмотря на то, что он сначала выступал за культурную автономию, а потом все-таки вернулся, он понял, что культурную автономию он всех не соберет, татары разбросаны везде, а сначала иллюзии были, что нужно объединяться территориально. И вот вокруг там Поволжья, да, Поволжско-Уральского региона. И он считал, что только язык спасет. Будет язык, и поэтому боролся за изучение татарского языка. Но вы представьте, там до революции не было возможности в светских школах, и школ не было, учить татарский язык и обучаться на татарском языке. И тогда только ставили вопрос о начальной школе образования. У нас вроде одно время все этот язык как бы вышел из этой темноты. Были возможности, но сейчас опять вот возникают проблемы в связи с изучением национального татарского языка. А без изучения языка все-таки полноценной нации все равно не станет. Сейчас звонок, говорят, все-таки в тему. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мансур Байбеков. Вот у меня вопрос. Я родился и вырос в Казахстане, вот в столице, и как мои родители. И тогда, получается, я казахстанский татарин или казахский татарин? Как меня определить, каким татаром? Просто татарин. Вы просто татарин. И да. язык я не знаю еще татарский. Язык не знает. Так, язык не знает. Мы сейчас сказали, просто татарин. Непонятно просто, зачем вам это деление. Вы татарин, и этим все сказано. То есть мы и гордитесь этим. Если вы татарин себя с Казахстана ощущаете, можно назвать, да? Дело в том, что татары имперская нация, и они живут везде, начиная от Тихого океана, там с побережья, заканчивая татарский пролив. Если делиться географически и так далее, и Польши, будет там больше 100. Это нормальное явление для имперской нации, это нормальное явление. Они могут жить хоть где, но внутреннее самоощущение, что я татарин, и ты можешь жить хоть в Италии, хоть в Канаде, но это внутреннее ощущение, оно никуда не девается. Татары из Сибири хотят что-то добавить. Татарский, хотя, говорят, я татарский не знаю. Вот у нас в концерте тоже, кстати, очень много случаев бывает. Приходят на концерт или в Москве, или в Питере, не имеет значения, да? Нам дарят цветы, берут прям микрофон. Хотя я татарин, вообще не знаю татарский язык, но пришел на ваш концерт, потому что у меня, говорит, душа болит. Значит, вот нельзя разделить. Самосознание все-таки. Да, сам татар, вот слово сам татар, все сказано уже. Татарам из Сибири, а не сибирским татарам, есть что добавить.
Продолжите, Да, пожалуйста. Да. хотели добавить небольшое, чтобы в плане политическом, может, это чтобы Казань усилила эту работу, на самом деле, с теми группами татар, которые проживают в регионах, допустим, да, и перестала, часть немножко заигрывать с теми этническими, которые пытаются отделиться группами, да, то есть это то же самое у нас Всемирный конгресс татар, допустим. Иногда бывает, они проскакивают, что мы там поддерживаем тех или иные там общественных организаций, либо общественных деятелей, которые у нас там ведут деструктивные мышление, это какой деструктивный вектор развития татарской нации, получается, идут на разделение. Вот. Здесь должна быть четкая единая политика, что мы татары, все, и этим должно быть все сказано. Больше ничего не должно быть. Ни делений, ни географических, никаких иных. Мы татар, все, здесь в этом. Если будет усиление этой политики, все остальные вопросы будут сами по собой отпадать. В Сибири здесь были очень большие, у меня вот дедушка был директором татарской школы здесь у нас в Сибири, у меня бабушка была учительница начальных классов. Все прекрасно знали татарский язык, знали прекрасно, разговаривали на литературном, разговаривали на соответствующем диалекте сибирского языка, соответствующим образом. Вот. И все друг друга прекрасно понимали, было все выстроено четко. А сейчас, получается, когда прошло это падение, получается, 30-летнее, получается, сейчас небольшая работа Казани немножко ослабилась. Из-за этого появились вот эти группы. Если Казань заново, как центр татарского мира, начнет обратно пройдет политику, вот эти все остальные вопросы, они отпадут самим собой, на самом деле. Хорошо, спасибо сейчас. Я еще раз подчеркну, что сибирский диалект татарского языка, мишарский говор, да, это все наше общее наследие. Богатство. И мне иногда тоже хочется и на мишарском говоре что-то сказать, и на сибирском говоре. И татары, проживающие в Финляндии, которых называют финскими татарами, это такая игра слов, сокращение, да, получается. И у них свой особенный говор. И это интересно слышать. Это все наше многообразие и богатство нашего языка, богатство татарской нации. И в этом сила тоже. И в этом сила тоже. Много корней. Похвалив ТНВ, извини, это важно. Дерево крепче. ТНВ, вот спутниковое. Я тут был на одном мероприятии, не татарской молодежи. Там была девушка как раз из Бараба татарларынан. И она говорит, мы до недавнего времени, плохо действительно понимали литературный язык, но благодаря тому, что у них спутниковая антенна, они смотрят ТНВ, мы понимаем, то есть то, что мы делаем через вхождение литературным языком, это снимает многие очень противоречия и преграды. Поэтому нам нужно действительно развивать институты, которые объединяют нас. Это СМИ, это как раз артисты, которые дают возможность участвовать в культурном поле общем. Поэтому плюсов много у нас, и надо их просто использовать. Поддержу, и в продолжении того, что Айдар Нилович тоже говорил. Например, надо брать пример, наверное, из башкир какой-то части, да, то есть башкиры, у них до сих пор ведь идет изучение родоплеменных отношений, то есть они где-то и живут в этих отношениях. Однако, тем не менее, они никогда не говорят о делении башкирской нации, башкирского народа. Я башкир и все. Потом уже они начинают выяснять, из какого племени, из какого рода. Да, но прежде всего он башкир. Но у них есть особенность. Дело в том, что они компактно живут только в Башкортостане. А мы все-таки с такими бусинками. Но это хорошо. Хорошее слово «мы» уже мне нравится. В этой ситуации, мне кажется, замечательно. Можно послушать 1,5 минуты потрясающей музыки, песни героя нашей сегодняшней программы Фирдуса, которая называется «Татарлар». Режиссера, вы готовы запустить? Слушаем. Tatulakla tigizlikni qiyboyitib sanıybiz İzgi azan tavuşandan başlamak erkenimiz Baylanımız, imanımız, dinimiz, kendimiz Şumarda halkımni Tugerek dünyanın ışlık pışmakları olur üz yolumda Taban aslarımda ola yulduzanı jitkir tavuşumni Jitkir her tübeke, jitkir şehirlerge Min tatar deyip gururdaşım Her bir koynak suluşum bilen Gitsen de yürek Sözlerim antım Vatan yürekte Vatanım altın Gitsen de yürek Sözlerim antım Vatanım atam Babam vatanım Hey Tatarlar, Tatarlar İmanla gurur canlar Koyulaşın taşın kıya Şundi bizden Tatarlar Ey Tatarlar, Tatarlar Yuvalmasın
Татарлар! Браво, Фирдус, был здорово, Вот, танцевали, прочувствовали патриотизм. Когда вышла эта песня, я Что было? Да. объявил флешмоб, кто где живет, там, кто отправляет флешмоб, самый хороший флешмоб мы дарим призы. И аж, если первый месяц займет, мы поедем туда, бесплатно концерт поставим. Не имеет значения дальность. Вот. А вот 9 марта у нас был в пирамиде концерт, я там объявил конкурс. Кто на национальном костюме придет, мы подарим хорошие призы. Аж даже вот ульянские татары привезли из мебельной фабрики диван на первое место. И я очень сильно сперва перенервничал. Переживали, придут, не придут. Придет ли народ, не придет. Все-таки вот такие вот мероприятия организовать очень тяжело. Понятно, свой сольный концерт вышла, пел, там, танцевал, там. А когда именно вот... И пришли. Больше 100 человек было. Национальных? И маленькие дети, и молодежь, и бабушки, и дедушки, и мужчин, и женщин. Вот так вот обрадовался. Потом мы всем дарили подарки. Вот эту песню мы все вместе танцевали. Я так понимаю, зал встал, да? И зал встал, весь народ встал и пели песню «Тугантель». Там в середине есть песня «Тугантель». И с залой мы пели. Фирдус, для чего? Это было, честно говоря, на мой взгляд, своевременно было, я да, не написано? втерпел уже. Это случайно было? Я заплакал, потому что смотрю, народ плачет. Реально народ плачет. Это снимал Мейдан канал Алатляса, вы посмотрите. Это как родилось? Почему? Очень своевременно появилась эта песня. Вот честно, очень своевременно, если смотреть на общественно-политический процесс. Я сочинил полгода тому назад, в августе. Я давно хотел написать про татаров песни. Просто 3 года тому назад у нас же было чуть-чуть, вот сказали, когда татарский язык, не будет, проблема. Мы впервые вышли на Бауман, спели Тугантел песню, что никогда Алатлясе татарский язык всегда будет жить. И после этого вот осадок остался, и после этого вот задел здесь. И сейчас мы хотим по всем больших городах, районах вот этот конкурс, вот этот полностью вот этот проект везде кататься. Круто, да? Вообще, можно назвать это таким народным гимном? Можно сегодня назвать? От нас зависит. Если мы, допустим, все от нас зависит, от лидеров. Если мы оденем костюмы, да, будем разговаривать на татарском, не имеет значения где, в Москве или где-то. Это все от нас зависит. То есть не только язык, точнее, это поддержка самосознания, наверное, да, это укрепление. Когда я первый раз наверное... этот клип увидел, там на самом деле есть кусочек, где поется Тугантель, но это очень волнительно. Это правда очень волнительно. И я думаю, что это можно назвать гимном, да, новым гимном. Современно, здорово, да, абсолютно да. народно, причем для той самой молодежи, у которой проблемы, да? Да, главное, что молодежь поведением. послушала. Там вот рэп есть, мы специально рэп поставили, чтобы вот именно вот молодежь послушал рэп. Сейчас же вот мода, вот, чтобы не ограничили, короче. Охватила да. аудиторию разного есть возраста. татарский. Абеляр нищик, абеляр. Вот. Все заплакали вот там. Тут есть такая хорошая особенность, что артист может сделать намного больше, чем 100 ученых, потому что пока ученые будут объяснять, он может выйти на сцену и так, буквально захватить, взбудоражить, что действительно слезы там, сердце начинает биться по-другому. Это необъяснимая вещь такая, эзотерическая. Поэтому ерундой не надо заниматься, надо разговаривать на татарском языке, разделить не надо. Мы все татары, и мы едины, мы самый дружный народ, мы очень культурный народ, поэтому нельзя разделить. Отлично, Фирдус. По-моему, прекрасное завершение было программы. Я сейчас подведу итоги нашего голосования. Итак, нет никакого деления татар. Считают максимальное количество проголосовавших сегодня телезрителей 53%. Отзвуки исторических и этнических процессов в прошлом так проголосовали 12%. 8% участников, да, и 38% посчитали, что все-таки игры политологов присутствуют. И мы услышали как раз многие и татары из Сибири говорили, да, и нукратские татары говорили о том, что там разделение по городам и районам и весям. Если коротко, буквально, что нужно, чтобы объединиться? Вот по 2 слова каждый. Я полагаю, чтобы объединиться, нужно знать, начинать, если даже ты не говоришь на татарском,
надо изучать, начать хоть в семье, но сделать первые шаги Первый шаг. самому. Хорошо. Это институты нации, это образование, это средства массовой информации, это религиозное самосознание, и это культура без песен никуда, как мы... Фердус, коротко. Что нужно? Или мы не разъединялись? Надо просто петь «Эй, татарлар, татарлар!» Надо было на Фердусе закончить. Эх, я подвела как ведущая. Раиль Раилович. Да. Ну, будущее у татарской нации, я не сомневаюсь, есть. И главная точка опоры – это язык, самосознание, культура, историческая память. Да, я бы тоже согласился с исторической памятью, как сказал великий поэт, имеющий тюркские корни Гумилев. Я носитель мысли великой, не могу просто так умереть. Поэтому татары, которые имеют глубинную историю, конечно, никуда не исчезнут. Но для этого нам нужно эту историю знать, лелеять и всячески ей гордиться. Все, спасибо всем гостям, спасибо всем телезрителям. Вы были очень активны. Спасибо гостям за активную позицию, национальную ответственность. Я думаю, точку опоры, пусть мы, может быть, и не нашли Тюмень. Большое спасибо татарам из Сибири. Прекрасная тема, прекрасные гости. Спасибо. На этом мы завершаем свою работу. Увидимся ровно через неделю, в следующий четверг. Исәнмесез турыда